Англо-Бурская война. Город Маффигинг осажден повстанцами. В городе нет войск, только ополчение и несколько офицеров. Командование на себя взял полковник Роберт Баден-Пауэлл. Испытывая недостаток в людях, в качестве санитаров, вестовых и сигнальщиков Баден-Пауэлл начал использовать мальчишек. А спустя всего несколько лет половина английских подростков уже повторяла вслед за ним всем известный слоган: «Будь готов! Всегда готов!» Началось, один бы сказал, наверное, случайно, другой сказал бы по промыслу Божию. Меня направили просто в командировку, и там я впервые увидел следопытов. Увидел картинку, которая отобразилась надолго в моей памяти. Вот. И я увидел в храме Христа Спасителя, в зале церковных соборов, большое количество детей в одинаковой красивой форме, синей, которые были в приподнятом настроении, у которых горели глаза, они были чем-то явно, ну, как скажем, заряжены. Современную молодежь часто называют потерянным поколением. Этот термин возник на Западе после страшных разрушений Второй мировой. Вернувшись с войны, молодые люди умели только воевать и совсем не вписывались в мирную жизнь. С тех пор и до наших дней взрослые боятся, что их дети попадут на улицу. Там наркотики, жестокость и насилие. Потому что та молодежь, она на самом деле в настоящее время покинута. У нас есть отдельные движения, которые, ну и пионеры, еще движения есть какие-то там, значит, но и рокеры и прочее. Значит, но дело в том, что каждому человеку, каждому юному созданию должно свое быть. Виктор Павлович Антонов, член Федерации туризма Орловской области. Туризмом увлекся в детстве. Застал еще тех, кто ходил со знаменитым путешественником по миру Николаем Крыленко. Всю свою жизнь преподает. Сначала в армии, потом в институте, теперь инструктор Братства православных следопытов. Мне близка идея служения. Род у меня идет так, что папа у меня кадровый военный. Дальше там, если глубоко уходить, один из прадедушек был казак. Мама с папой развелись, и как бы на моей детской психике осталось плохое воспоминание об армии. Задумываться о том, что там идти в батюшки там, или еще куда-то, тоже как бы сильно мысли не было. Семья была такая, не сильно воцерковленная. Владимир Васильев, инструктор Братства православных следопытов и руководитель Волоколамского регионального отделения организации. В Братство православных следопытов попал случайно, в 19 лет. Служил в армии и, вернувшись, создал свой отряд из деревенских детей при Иосифо-Володском монастыре. Я понял, что кричать там, не знаю, о том, что кто-то виноват в развале страны, без толку. Надо брать и работать. Доложить о готовности. Дело в том, что 20 век полностью перевернул космос, в котором мы жили все эти там десятки тысяч лет. Иеромонах Дмитрий Першин, глава информационно-издательского управления Синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата. Заместитель председателя Братства православных следопытов. В детстве мечтал стать танкистом. Но, закончив журфак МГУ, стал священником и публицистом. А кроме того, стал учить детей не только Слову Божию, но и выживанию в экстремальных условиях. Разводить костер, ночевать в зимнем лесу, строить иглу, готовить на огне. По мере переселения в города наши дети оказались заложниками этих городов, бетона, асфальта, каких-то алгоритмов жизни.
При этом тяга к подвигам у них осталась. Если ребенок там сидит за компьютером и стреляет по каким-то зеленым человечкам или смотрит детектив, где постоянные драки происходят, это означает, что он еще остался человеком. Потому что он хочет что-то делать, он хочет побеждать, сражаться со злом. В начале 20 века были заложены две традиции скаутинга. В Англии Баден-Пауэлл воспитывал из детей солдат, военных разведчиков. Девиз скаута, девиз следопыта – «Будь готов». Быть готовым можно ко всему. За Россию будь всегда готов, всегда готов! В нашем мире сейчас техногенные катастрофы, природные катастрофы. Когда есть навык, эти знания могут пригодиться и во время каких-то чрезвычайных ситуаций, которые, не дай бог, конечно, могут произойти. Почти в то же время, в 1900 году в Канаде, писатель Сеттон Томпсон начал играть с детьми в индейцев-следопытов, людей, полностью растворившихся в природе. У нас основной принцип – не навреди. Не навреди природе, тогда ты будешь с ней на «ты». Мы шалаши никогда не строим. Мы стараемся уйти так, чтобы пришел, поставил палатку и ушел, после тебя трава поднялась, и тебе здесь не было. В 20 веке, в веке мировых войн, победила концепция военизированного скаутинга. Но что нужно 21 веку? Вот вопрос. Сейчас идея военной формы, вот такого милитаризма, не является, скажем, захватывающей и интересной для всех подростков. За эти 100 лет изменился мир. Совершенно очевидно. Мир меняется. Поэтому мы попытались выстроить эту систему немножко на других основаниях, на основаниях христианской этики. Дети никогда не переставали играть в индейцев, казаков-разбойников или войнушку. Но оказалось, что если взрослые помогут организовать игру, научат в нее играть, то она станет намного увлекательнее. В первом скаутском лагере, который создал Баден-Пауэлл, было всего 20 детей. А сегодня в мире 38 миллионов скаутов. Скаутский метод хорош тем, что он очень прост. Он опирается на 3 принципа: служение Богу, Родине и ближнему. Ну и, так сказать, сквозь все это проходит идея работы над собой. Дать мотивацию, дополнительную мотивацию к новым знаниям, новым навыкам, там, к походам, к истории, пожалуйста, к изучению православной культуры. Это очень важная проблема современности мотивации. А зачем, спрашивает подросток, мне вот это все надо? Вся эта школа, все эти занятия, все эти ваши какие-то взрослые забавы, игры. У меня своя жизнь. Зачем мне это надо? В лагере становится понятно, что то, что он знал по географии, да, и то, что он выучил, изучая английский язык или историю, вот здесь это очень нужно. Ему пригодилось. Вспомним книгу «Робинзон Крузо», которую мы многие читали. В ней как раз вот рассказывается о человеке, который просто попал на необитаемый остров и выжил. Ну вот и мы учимся тому же, можно сказать. Мы можем, попав в лес, просто выжить в нем, без каких-либо там приспособлений. В России скауты появились всего через 2 года после создания организации в Англии. Уже в 1909 году русский офицер Олег Иванович Пантюхов создал первый скаутский отряд в Петербурге. У него быстро нашлись единомышленники. С этого началась история скаутинга в России. На момент революции было около 50 тысяч скаутов. Среди них был царевич Алексей, сын императора Николая II. Император помогал, патронировал это движение. Там были очень разные дети. И крестьянские, и купеческие, и дети дворян, и иных сословий. То есть этот метод оказался интересен для всех. Родом я из небольшого провинциального города, у нас не было ни скаутов, не было ни турклубов. И знания, которые я применяю именно сейчас, именно конденсировали из того, что сам увлекался. Рыбалка, охота, ягоды. Ходил с дедушкой именно в такие однодневные походы. Вот. Часто ходил в однодневные, 2-3-дневные походы в одиночку.
Такого, чтобы прям что-то сверхсложного в этом нет. Наверное, характер закалялся именно в этом. В 1922 году была создана пионерская организация, и начались массовые аресты скаутов. К 1926 году скаутинг в СССР был уже практически уничтожен. Последние документы о подпольных скаутских отрядах датированы 1927 годом. Дмитрий Сергеевич Лихачев, сам соловецкий узник, вспоминал, как вот на Соловках один из скаут-мастеров, там оказавшихся, помогал бежать другому человеку просто потому, что он был его друг. Он заранее понимал, что это, скорее всего, не получится, и они потом оба погибли. Но он считал для себя морально невозможным оставить своего друга, значит, одному выживать в лесах на Соловках, да, зная, что он там, скорее всего, погибнет просто от голода. И он пошел с ним. И они несколько месяцев скрывались от поисковых отрядов, но потом их нашли и зверски с ними расправились. Поэтому вот это свидетельство Лихачева показывает, что действительно советская власть имела все основания бояться скаут-мастеров. Одним из руководителей скаутского движения после революции был Борис Солоневич. Ему пришлось сидеть в лагерях, включая знаменитый Соловецкий, в сокращении «Слон». А затем ему удалось совершить побег в Финляндию, случай практически небывалый. Выжить ему помогла, в том числе и скаутская взаимопомощь. Позже он вспоминал, что на Соловках сидело столько скаутов, что заключенные шутили о создании скаутской секции Великого интернационала советских каторжан. Советская власть очень боялась скаутов, как людей, способных принимать ответственные решения, у которых есть принципы, которые не разделяли идеологию большевизма. Их очень боялись, и поэтому на всякий случай расстреливали или в лагеря отправляли. Сергей Михайлович Голицын, князь и популярный советский писатель. Всю свою жизнь он писал повести о пионерах, и только после его смерти была издана книга воспоминаний «Записки уцелевшего». Я тоже должен был стать скаутом, но не успел. В год моего поступления в гимназию власти разогнали школьные скаутские организации под предлогом, что они буржуазные. Старшие скауты были глубоко возмущены этим запретом. Они знали правила скаутов: делать добро, помогать нуждающимся, закалять свой организм, устраивать интересные сборы с полувоенными играми и упражнениями. «Какая же наша организация буржуазная?» – с негодованием доказывали они. «Мы и здороваемся левыми руками, потому что наши правые трудятся». Стать скаутом одновременно и очень легко, и очень сложно. Участвовать в скаутских программах может любой, но чтобы получить разряд, форму, галстук, нужно сдать не самый легкий экзамен. Ну, чтобы получить следующий разряд, во-первых, нужно, чтобы тебя уважали. Если видят, что ты не готов, что ты не относишься к уважению к старшим, там, к младшим, обижаешь кого-то, вот, тебе никогда не дадут в следующий разряд. Иди сюда, Рыжик. Наши дети, очень часто это дети из однодетных семей, которые не умеют общаться и дружить, делиться, потому что им не с кем делиться. Здесь вдруг обнаруживают, что они не одни. Происходит космическая катастрофа. Была звездочка, вокруг нее летали, вращались родители, бабушки, школы. Это и, так сказать, такая некая система, которая обслуживала эту сияющую звезду. Вдруг оказывается, ты не звездочка, да? Ты тоже планета. А звездочка, она иная. Ты должен научиться всему, чтобы отдавать не себе, не в себя. Знаете, есть детский анекдот: у меня есть голова, и я в нее ем. А отдавать тем, кто нуждается в тебе. От родных и ближних, да, до там, детского дома. А в перспективе это все те, кто будут на твоем пути. 3 орлиных пера – это добровольное испытание следопыта или скаута, во время которого ребенок не должен есть и разговаривать ровно сутки, живя в лесу под открытым небом. Это ты. А это что, второй палец? Тоже ты? Так. Это согласно с тобой, так. Это вода капает, да? А это ты по ней прыгаешь.
Ты ничего не понял, но очень интересно. Сдав это испытание, ребенок дает торжественное обещание и становится тем самым следопытом. Я в основном сидела на берегу внизу, потому что когда вот шум моря, воды меня как бы успокаивал, я просто сосредоточена на этих 3 перьях. Я еще иногда читала Новый Завет. Я иногда просто-напросто, когда задумывалась или читаю, я всегда забываю про эти 3 пера. Скаут честен, но всякое бывает, что кто-то там хочет где-то что-то себе там схитрить, кто-то жульничать. Моя задача отследить, чтобы испытание прошло именно так. Никто не проговорился, никто ничего не съел. Это было достаточно тяжело. Надо было бороться со своими страстями. Ну, вот, конечно, не получилось. Случайно ответил, да. Ну, я вылез из своего шалаша, и тут Володя говорит: у тебя все хорошо? Я говорю: да, у меня все окей. На этом попался. Вот. Игра начата. Удачи. Есть и другие испытания, скажем, Робинзонада, где они делают себе хижину или какое-то укрытие, находят типа пещеры, находят еду, ее готовят. Есть испытания, которые мы называем снежные барсы, это выживание зимой, когда делается пещера в снегу или иглу из снега, либо какое-то иное укрытие, есть и другие варианты. Развлечения экзотические, действительно необычные, но они не запредельные. Я объясню, в чем дело. Мы не ходим в Гималаи и не забираемся на Джомолунгму и не погружаемся в недра вулкана или какую-нибудь впадину. Все, что мы даем, это очень просто. Это все рядом. В нашей средней полосе, в нашей природе. Да? Но делается зимнее укрытие, и люди ночуют, скажем, у костра, который сложен из бревен, надея. Есть сделан отражатель, который отражает тепло на тех, кто ночует. Это невероятно интересно. Голова под тентом, Синюю положите ноги у на костра. зеленую. Под поясницу. Старайтесь передать. Вот, все, да. А я что-то не въехала. Вот так вот, человек как-то под спину, чтобы не мерзнул. На себя ему Вот вы что подсыпьте? Нормально. Смотреть, пошел работать. То, что они видят, может быть, на картинке компьютера в какой-нибудь компьютерной игре, они это потом, попадая в этот поход, сами оказываются как персонажами этой игры, но уже с действительно реальными проблемами, которые они решают. Ну, я езжу, потому что дома у меня 7 детей, многодетная семья. Вот, младшей дочь, сестре сейчас 3 месяца. Вот, и там, что бы я ни делал, всегда делаю плохо. Вот, а здесь, что бы я ни делал, всегда делаю хорошо. То есть, там у меня норма такая, а здесь вот наоборот очень. Кажется, что то, что мало для моей семьи, тут много для БПС. Вот, и мне очень нравится, когда меня оценят, любят. У нас открытые программы, и поэтому любой ребенок, абсолютно любой, может принять участие в лагере. Всего 2 условия мы изначально формулируем. Первое – это готовность следовать некоторому набору принципов, касающихся безопасности. И второе – это то, что он изначально, мы предупреждаем, после лагеря будет больше знать о православии. Именно знать. А кем он при этом сам является: атеистом, буддистом, может быть, протестантом или католиком, или мусульманином. Вот это его личное дело, мы в эту сферу не вторгаемся. Бери весло, стой сзади, смотри, как ты идешь, показывай. Вот так вот. Взрослые в скаутинге выполняют лишь вспомогательную функцию. Они придумывают занятия, организуют деятельность, дают советы. Но главное – это детское самоуправление. Это сами дети, как бы лидеры детские. С ними работает начальник отряда, уже педагог, который через именно лидеров пытается, так скажем, управлять этими детьми.
Ну, то есть голос ребенка, он всегда звучит, и дети пытаются планировать свою деятельность сами. Патруль — это малые группы у нас, которые людей делят на маленькие группы как раз. И вот одну из этих маленьких групп могут просто дать мне, и я, как в обычном лагере, я являюсь их вожатым. Я должен помогать советами, где-либо решениями. Скаутская система, организация, она на всю жизнь. И нет такого, что тебе исполнилось 17 лет, все, ты больше не скаут. Вот. Ничего подобного. Люди ходят и продолжают в этой системе, так сказать, закладывать, уже отдавать. То есть то в них вкладывали, теперь вот уже они, подрастая, начинают отдавать. Даже если они не занимаются профессионально, не получают никакой зарплаты, они все равно работают с детьми, могут поехать хотя бы, может, раз в году в лагерь на волонтерских началах поработать. Вот. Вот таким образом как бы они остаются скаутами на всю жизнь. Если говорить о том, что такое скаут, я думаю, что это человек, который готов служить. И человек, который может это делать, умеет это делать. Он знает, как перевязать рану. Он знает, как развести костер, как построить укрытие. Знает, как там подать какие-то сигналы. Он знает, как организовать людей. Он умеет строить отношения. Он стремится к тому, чтобы заметить нужду нуждающихся в нем людей и им помочь. Помогло ли мне мое инструкторство в армии? Я скажу, что да, помогло. Научившись работать с детьми, я до армии 2 года работал уже с ребятами, именно проводил различные испытания, давал занятия. Ужиться в коллективе и работать. Я был младшим сержантом, и работать в роте с людьми своего возраста было намного легче. Аркадий Гайдар использовал для работы над Тимуром и его командой записи и дневники дореволюционных скаутов, для которых помощь окружающим была ежедневной обязанностью. И сейчас жизнь скаута-следопыта проходит не только в походах. Есть еще и такие волонтерские сборы, которые там для того, чтобы там, помочь сделать какую-то работу при храме, сходить, поучаствовать в каком-нибудь мероприятии, экологические всевозможные такие, вот, очистка источника там, или еще что-то. Вот. Помощь ветеранам. И это накладывается на основной план работы, как бы дополнительно накладывается. И в реальности дети встречаются несколько раз в неделю. Следопытство — это не только, значит, вот посмотреть, как, значит, травка растет, как комарики бегают, а это то же самое пойти в монастырь, в какой-то там заброшенный, который сейчас мы при советской власти разрушили когда-то, забросили его сейчас, посмотреть что-то, найти что-то в нем, значит, описать что-то, сказать, что там как-то помочь этому. То есть это надо всем миром делать, это не как сказать. Государство поможет, конечно, где-то, может быть. Но, по крайней мере, мы разрушали всем миром, значит, всем миром надо и помогать. Приехал я из армии, смотрю, а те воспитанники, кто у меня были 2 года, они уже выросли и уже руководят патрулями. Причем кто-то уже из них там так подрос значительно, уже поступили кто-то в МЧС, в колледж МЧС, кто-то в колледж МИД, кто-то в МГУ, кто-то в РУДН. То есть ребята тоже, проникшись идеей служения, идут уже своими путями. И вот видеть вот эти результаты, наверное, является одним из счастья. То есть вот я счастлив, на самом деле, живя вот такой жизнью. Да, я не получаю огромных зарплат. У меня зарплата, как, ну не знаю, там, не очень большая. Не будем говорить об этом. Вот. Но я счастлив именно потому, что я востребован. Это такой новый образ миссии в 20 веке. Причем это возвращение к каким-то формам миссии западной, которую православие не знало. На самом деле, на мой взгляд, здесь мы видим элемент такой орденского служения. Да? Для нас ордена — это скорее синоним агрессоров. Но ведь были ордена тех, кто заботился о больных, они и сейчас есть. Были ордена тех, кто занимался помощью старикам. Вот я очень надеюсь, что нам, может быть, удалось создать такую форму миссии, которая обращена к детям, к подросткам. Чтобы им было интересно в церкви, чтобы они нашли себя здесь и пошли дальше. Ну и чтобы взрослые, которые тоже неравнодушны к своим детям, могли бы и себя найти в этом служении.
Получится ли из этого что-то? Ну, время покажет. Всегда готовы за Россию!